В этом году на 4-м международном фестивале «Хамэй» в центре Азии примут участие более 120 музыкантов со всего мира. Более 40 из них покажут свои возможности в онлайн-режиме. Гостями фестиваля стали участники из Якутии, Монголии, Татарстана, Хакасии, Алтая, Кыргызстана и Казахстана. Как отмечают волонтеры, за каждым из них закреплен определенный регион. Лично у меня группа музыкантов с республики Алтай. Они уже приезжают сюда не первый раз. Мы сопровождаем их по городу, помогаем им на саундчеках, на основном фестивале, сопровождаем по городу, помогаем им на конкурсах, соло-выступления, выступления ансамблей и так далее. Седен Иргит занимается горловым пением 6 лет, но в подобном фестивале участвует впервые. Решил в этом году проверить свои силы. Вдохновляюсь туинской народной музыкой, туинскими народными инструментами, исполнителями первого поколения, старейшинами, между нынешнее поколение тоже. От фестиваля я ожидаю приобретения, владения новыми знаниями, науками. Фаниль Вильданов приехал в Туву из республики Татарстан. Горловым пением занимается около 3 лет. Делится, что рад принять участие в таком масштабном фестивале. Прилетел именно для участия в международном конкурсе и фестивале «Хамэй» в центре Азии, для того, чтобы восполнить свои пробелы какие-то личные в этом искусстве, ну и для того, чтобы показать наши инструменты, какие они бывают. Этот например, наркубыс называется. Это басовый инструмент. Мне его сделал мой отец. Сделал он мне, вдохновившись моим творчеством. То есть он мастер с большим стажем, около 30 лет, занимается древесиной, резчик по дереву, краснодеревщик. Мне с ним легче заниматься, аккомпанировать вместе с этим инструментом, для того, чтобы равномерно петь. Центр тувинской культуры благодаря общественной организации «Союз исполнителей горлового пения Хамэй» Республики Тыва выиграл грант президентского фонда культурных инициатив еще в прошлом году на проведение фестиваля в 2022. В прошлом году, когда подавали заявку, конечно же, посвятили этот фестиваль имени светлой памяти Кангарола Борисовича Андара. Ему, если бы он был среди нас, ему исполнилось 29 марта нынешнего года 60 лет. К сожалению, он совсем рано ушел от нас. А также мы посвятили этот год, фестиваль году культурного наследия народов России. Народный Хамэй Тувы, он же организатор фестиваля Андрей Мангуш, поприветствовал конкурсантов и пожелал всем удачи. Было бы здорово, если весь мир собрался бы, как в прошлый раз. Но, к сожалению, так получилось, и все равно нам очень приятно, что приехали наши уважаемые гости. И хочу пожелать всем удачного выступления, всем участникам и, конечно же, нашим гостям хорошо провести время. Оценивать участников будут 9 членов жюри, в составе которого и заслуженный артист Монголии, и глава Ассоциации исполнителей горлового пения Монголии Хосо Данга Хосбаяр. А главный приз гран-при получит автомобиль. Лауреат первой степени получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей и полностью снаряженную лошадь. Инна Клаян, Буян Мангуш, Айдын Кулар, телеканал Тува 24.